Добрый вечер. Время реальной экономики, в студии Тимур Бекмурзин. И настало время вас немного удивить. Дело в том, что сегодня мы представим не совсем обычный формат нашей программы. Это будет, если хотите, специальный выпуск реальной экономики. В центре внимания люди производства. Не то чтобы раньше мы обходили их стороной, нет, конечно. Но одно дело, когда они, участники программы, помогали нам лучше вникнуть в производственные процессы, рассказать о технологиях, финансовых результатах. И несколько иное, когда люди производства сами герои программы. А если разобраться, какая реальная экономика без них, без ее реальных участников? Без тех, кто, собственно, эту экономику и создает, развивает, делает эффективнее и мощнее. В этом году, я вам обещаю, у нас будет много поводов и способов узнать и познакомиться с этими незаурядными личностями поближе. С их семьями, родными и близкими. Многих из них вы и так знаете хорошо, как своих коллег, друзей, знакомых. Но я почему-то уверен, что какие-то детали станут открытием и для вас. К тому же это очень символично и актуально, ведь этот год в Татарстане официально объявлен годом рабочих профессий. А кроме того, именно в 2019-м Казань примет у себя мировой чемпионат по рабочим профессиям. Кто станет героем конкретно этой программы, пусть это станет для вас небольшим сюрпризом. Одно могу сказать точно, это не только отличный работник, мастер своего дела, но еще и очень увлеченный человек. А из главных увлечений – лыжные гонки. Но все, остальное вы узнаете, посмотрев нашу программу до конца. Смотрите в этом выпуске реальной экономики. В лыжах с 40 лет только начинается любительский спорт. Поэтому все впереди. Лыжню или в здоровом теле здоровый дух. Как спорт прочно вошел в жизнь работников предприятия «Казань Оргсинтез». Да, нравится работать лаборантом, да. А что нравится в этой работе? Белый халат. Большая химия Казани. Кто ее делает? Как проходят трудовые будни лаборанта химического анализа? Галина Суслова о времени и о себе в интерьерах предприятия с великой историей. Отдыхаем, берем велосипед, у нас у каждого есть по велосипеду, садимся и едем, катаемся. Можно объехать весь Зеленодольск. Любящая мама, заботливая жена о семейном счастье и не только. У них у всех разная подготовка, спортивная форма и разный возраст, но они все большая спортивная семья Казань Оргсинтеза. Такие соревнования – это больше не про быстрее, выше, сильнее, а про то, как душевно, используя для здоровья провести время. Пообщаться с добрыми друзьями, коллегами. Но правило есть правило. Перед началом стартов короткое построение и приветственное слово от председателя профсоюзного комитета Казань Оргсинтеза Ильшата Мингазова. У нас в течение года и 18-го, 19-го проходят соревнования не только по лыжам, по многим видам спорта. Огромное вам спасибо. Галина Суслова – спортивная гордость завода. Причем это не просто гордость за ее результаты на лыжне, а на секунду, в прошлом 2018 году Галина выиграла 18 соревнований. Больше всего поражает сам ее путь в большой лыжный спорт. Дело в том, что на лыжи Галина Суслова впервые встала уже в зрелом возрасте. Второму ребеночку было 2,5 года. Да, тогда я себе купила первые лыжи. До сих пор учимся, поэтому есть и потенциал, что нет техники, но есть желание. Конечно, овладеть техникой лыжного бега помогла общая спортивная подготовка. Она довольно серьезная. Галина с детства занималась легкой атлетикой, поэтому выносливость, умение выкладываться на тренировках, бороться во время самой гонки – все это пригодилось. А вот ставить лыжную технику фактически было некому. Галина училась самостоятельно. Говорит, на первых порах очень пригодились советы от лыжников-ветеранов Казань Оргсинтеза. Вот глядя на них, я оттянулась. Они мне помогали, говорили, как тренироваться. Я выступала совсем недавно, 2 недели назад. Это был чемпионат Татарстана среди девушек, женщин, юниорок. Вот я там в спринте 3-е место заняла. Это среди юниоров, да.
Это вот, как считаю, 3-е место, это как достижение. Нет, а каково было соревноваться с молодыми? Очень сложно было. Молодые, энергичные. А они как реагировали на вас? Нормально. В костюме бежишь незаметно, кто с тобой бежит. В лыжах с 40 лет только начинается любительский спорт. Поэтому все впереди. Конечно, такие успехи не пришли бы, если бы не упорство и терпение самой Галины. Второй фактор профессионального роста в спорте – условия, которые были созданы для тренировок. В городе Зеленодольске, где сейчас проживает Галина с семьей, и на родном предприятии. Для Казаноргсинтеза поддержка массового спорта и физической культуры – это один из важных приоритетов. Для своих работников предприятие предоставляет все необходимые условия для занятий и тренировок, а также проведения соревнований. Основные виды спорта – это мини-футбол, волейбол, лыжи, кросс, борьба. Ну и другие виды спорта мы тоже культивируем, помогаем, людей привлекаем, потому что спорт, здоровый образ жизни – это помогает и достижениям в труде. У нас по статистике более 1600 человек постоянно занимаются различными видами спорта. Мы программу такую создали на предприятии, то, что помогаем людям снимать, арендовать спортивные, значит, площадки. Это в основном у нас футбол и волейбол пока, и хоккей тоже немного. Ну и лыжи, конечно, это тоже приоритет, наверное. Лыжи, да, конечно, это зима, потому что полгода в нашей стране это зима. Мы имеем возможность заниматься вот таким прекрасным видом спорта. В этом году первый раз провели спартакиаду зимнюю. Есть у нас такие звезды наши, это Галина Суслова, Инна Лобанова. Они вот постоянно принимают участие как в республиканских, российских соревнованиях, занимают призовые места. Я уже говорил, что Инна Лобанова и Галина Суслова участвовали вот, недавно в Перекопе Кировской области. Галина Суслова заняла 1-е место, Инна Лобанова заняла тоже призовое 3-е место. И такой факт: в 2018 году Галина Суслова 18 раз стала победителем в соревнованиях различного уровня. Мы вот пытаемся привлечь всех работников. Также вот недавно у нас прошли лыжня России. Там было общей сложностью 527 человек привлечено. Также активно участвовали, и для нас выделили отдельный старт. Мы уже вышли за пределы своих внутреннезаводских соревнований, участвовали в спартакиаде работников химических организаций Татарстана. Ну, конечно, была очень сильная команда Нижнекамск-Нефтехима. Видно, что ребята подготовлены. Они справедливо заняли общее первое командное место. Но как бы наши ребята тоже очень сильно старались. Я тоже внес свой скромный вклад. Мест не занял, но как бы второе общекомандное мы взяли. То есть мне очень понравилось. Там была организация, конечно, намного. И трасса была лучше подготовлена, и условия. То есть мы жили там 2 дня. Это было очень весело. Я надеюсь, что это станет доброй традицией, именно вот эти зимние спартакиады. Поддержка профессионального спорта – миссия, которую несет Казаноргсинтез и несет достойно. Команда водного пола «Синтез» – один из титулованных российских клубов, двукратный чемпион России, обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России. Казанский «Рубин» находится под надежным крылом спонсоров группы компании ТАИ, в том числе предприятия Казаноргсинтез, являющегося премиальным спонсором клуба. В числе приоритетов и развития массового спорта
культивирование здорового образа жизни. Свою спортивную жизнь завод «Органический синтез» начал еще в 60-х годах прошлого века. К этому времени на предприятии уже образовалось добровольное спортивное общество. Тогда в каждом цеху выбирался и назначался представитель, который курировал спортивные направления. Сначала силами добровольного спортивного общества планировались и проводились внутризаводские спортивные мероприятия. Постепенно спортивная жизнь на заводе расширялась, работников на соревнования привлекалось все больше. И со временем команды предприятия начали выходить на районный, городской и республиканский уровни спортивных соревнований. Сегодня развитием любительского спорта на Казань-Оргсинтезе занимаются профсоюзный комитет и молодежная организация. Желающих примкнуть к спортивной команде предприятия с каждым годом становится все больше. В течение года для любителей активного образа жизни организуется большое количество различных спортивных мероприятий. Сегодня на предприятии активно культивируется 13 различных видов спорта. Самым популярным среди них является мини-футбол. Это неудивительно, ведь большинство работников начинали заниматься этим видом спорта еще будучи школьниками и студентами. Именно так любовь к мини-футболу зародилась у Булата Родионова, аппаратчика завода поликарбонатов. Тренировки у нас на предприятии проходят в спорткомплексе «Олимпиец» 2 раза в неделю, понедельник, четверг. Прийти может любой желающий, возраст тоже не имеет значения, у нас возрастной категории как таковой нет. Но в основном играют от 20 до 30 лет молодые люди, так сказать. Но есть и соревнования постарше. К слову, возраст спортсменов на предприятии действительно очень разный. Это не только молодые сотрудники, но и работники с большим стажем. В свои 56 лет Люция Гельмудинова, аппаратчица смешивания завода полиэтилена низкого давления, регулярно становится участницей различных соревнований внутри предприятия. Занятия спортом у женщины вошли в привычку уже давно. Сегодня она с большим удовольствием катается на лыжах и тренируется в бассейне «Оргсинтез». Я человек спортивный, с детства занимался когда-то лыжными гонками, потом уже ничем не занималась, но вот этот тот фундамент, который заложился, он, видимо, остался, и я сейчас занимаюсь, у меня потребность просто немножко так, участвовать, мне это нравится. Гордостью предприятия по праву является плавательный бассейн «Оргсинтез», введенный в эксплуатацию еще в 1973 году. На его поддержание компания выделяет значительные средства. Дизайн спортсооружений позволяет заниматься плаванием не только профессиональным спортсменам, но и детям и любителям. Один из крупнейших бассейнов Казани длиной в 50 метров имеет 8 дорожек и трибуны на 550 мест. Кроме того, в спорткомплексе расположены спортивные залы, где проводятся групповые занятия. Ежегодно бассейн встречает участников международных и всероссийских соревнований по плаванию, водному полу, синхронному плаванию. Но в первую очередь «Оргсинтез» — это главная тренировочная база ватерпольной команды высшей лиги «Синтез». Когда-то в ее составе играл и Георгий Афанасьев, начальник смены завода органических продуктов и технических газов. Завершив спортивную карьеру, заниматься водным поло он не перестал и сегодня играет за любительскую команду. У нас есть своя любительская лига, называется ВК «Казань». И у нас мы тренируемся, участвуем в соревнованиях, мы ездим по различным городам. В общем, тренируемся и получаем от этого удовольствие. Как от общения, так и от самого спорта. Польза от занятий плаванием и водным поло, по словам Георгия Афанасьева, колоссальная. Спорт помогает поддерживать здоровье, держать себя в тонусе и заряжает энергией для работы. Кроме того, физическая культура и массовый спорт являются одной из базовых основ формирования здорового коллектива, способного решать высокотехнологичные задачи современного производства. Поэтому можно с уверенностью сказать, что спорт – одна из составляющих успешного предприятия.
Смотри по самочувствию. Не, мне хочется свежий воздух. На соревнованиях для работников Казань-Оргсинтеза всегда азарт, шутки и доброе общение друзей. Главный судья стартов Айдар Миндубаев умеет создать атмосферу спортивного праздника. Для каждого он найдет доброе слово, подбодрит отстающего, похвалит упорного ветерана, даст совет молодому лыжнику. Рушан Фатыхов – один из самых сильных лыжников на заводе. Умеет собраться, проявить волевые качества, да и с техникой у него все в порядке. Вот и в этот раз он не оставил шансов своим соперникам по лыжной трассе. Подарок и грамоту уже пообещал привезти семье. Сейчас я вот приеду, скажу им, что я занял первое место, сделаю подарок своей маме, сестре, девушке на 8 марта. Вот. Потом получу подарок и отдам их им. Скажем, я научился сходить, после этого я научился бегать на лыжах. То есть отец, прославленный лыжник, также работал на заводе, участвовал в соревнованиях, Ревгат Габасович. Вот. И он с детства привил к нам любовь к спорту, к брату, сестренке. Брат у меня на коньках, сестренка в плавании, я вот в лыжи пошел. Лыжи помогают мне поддерживать, как говорится, здоровый образ жизни, быть активным в 34 года, ходить без пивного живота. То есть, и это такое хобби, которое на самом деле приносит и удовольствие, и достаточно большую пользу для организма. Нужно сказать спасибо нашему руководству, которое достаточно лояльно и активно участвует в спортивной организации всех мероприятий, и наш профком, и вот Айдар Миндубаев, наш, как говорится, прославленный тоже лыжник, организатор всех лыжных мероприятий, Айдар Абы. Вот, то есть ему огромное спасибо. Это человек, который на самом деле во всех вопросах он содействует, помогает, подсказывает. Наше руководство понимает, что занимающиеся спортом работники, они будут здоровыми, брать меньше больничных, то есть это выгодно всем. Ну и самые активные и общительные люди в такой день, конечно, ветераны Казань-Оргсинтеза. Вот уж с кого нужно брать пример. Лыжи в основном настроение дает, вот, здоровье дает. Кто лыжным, ну, вообще спортом занимается, у всех в семье благополучно, достаток, все. У нас как-то тянет в лес, вот, вместе встречаться вот так. Как-то уже после этого как-то на душе легко становится. Да. Потом уже когда занимаешься, уже организм привыкает к нагрузкам, уже без этого никак нельзя. И летом иногда стараешься так выходить. А дома как относится к тому, что вы все-таки уходите? Ну, дома не всегда. Куда вы уходите? Валерий Михайлович сказал, дома хорошо. Иногда, конечно, когда дома работа есть, уходишь, опять на лыжи. Бывает, конечно. Ну, стараемся. Или пораньше уходим, или попозже уходим. Вот так бывает. Если тренируешься, это не тяжело. Ну, конечно, как молодые уже не сможем бегать. Ну, до какого возраста хотите бегать? Я пока на ногах буду стоять. Я участвую по всем видам. И гири, и плавание, и кросс бежал в молодости. Общение на трассе продолжается уже в автобусе. Здесь за чашкой ароматного чая можно обсудить все перипетии спортивной борьбы. И не только. Победителям мы вручаем 1, 2, 3 места подарки в различных возрастных категориях, грамоты за подписью генерального директора и председателя правкома. Занимающиеся спортом – это, во-первых, люди воодушевленные, люди целеустремленные, они меньше болеют, и у них больше времени остается тоже заниматься другими любимым делом. Ну, конечно, они на производстве тоже, как обычно, самые передовые, дисциплинированные. Казань-Оргсинтез – один из лидеров химической промышленности России, ведущее предприятие Казани, современная высокотехнологичная компания с богатой историей. В прошлом году Казань-Оргсинтез отметил 60-летний юбилей. Сегодня на долю Казань-Оргсинтеза приходится более 40% всего российского полиэтилена. Компания является его крупнейшим экспортером. Ассортимент выпускаемой продукции включает более 170 наименований, среди которых полиэтилен, фенол, ацетон, бисфенол А, поликарбонаты и другие продукты. В этой аккуратной лаборантке не сразу и узнаешь стремительную лыжницу, чемпионку Галину Суслову. Однако с химическим анализом она познакомилась намного раньше, чем с лыжными гонками. Увлекалась химией еще в школе. Родители, которые также работали на Оргсинтезе, понятное дело, были не против, чтобы дочь пошла по их стопам. Дальше все складывалось по намеченному плану. Закончила Казанский химико-технологический колледж, устроилась на завод по специальности лаборант химического анализа. Далее через год поступила в институт КХТИ на заочное обучение.
Сложно было учиться вообще? Учиться нет, не сложно, когда работаешь на химии. Учиться не сложно. А вам нравится работать? Да, нравится работать с лаборантом, да. А что нравится в этой работе больше всего? Белый халат. Почему все-таки химия? Это же не просто так иногда выбор. Ну, у меня родители работали на химию. Можно сказать, по стопам родителей пошла. В работе Галина, как и в спорте, все делает на совесть. Коллеги по работе характеризуют ее как большого профессионала. Она старательна и усидчива, уделяет внимание деталям и умеет сосредоточиться на главном. Спортивная подготовка, делится Галина, и в рабочем процессе выручает. Выносливость и терпеливость позволяет легко справляться с нагрузками на работе. А работа лаборанта-химика совсем не из легких. Ну, спорт он в любом случае помогает. После тренировок больше энергии появляется. Вот попробуйте, побегайте, попрыгайте. Заряд энергии. Девушки все молодцы. Все, что требуется от них, все выполняет. Вот одна из них, Галя Суслова, у нас, она тоже одна из самых, так сказать, молодец спортсменка. Помимо того, что она хорошо работает, она еще и участвует в спортивных соревнованиях зимой и летом. И в летних соревнованиях она тоже от завода выступает. Везде успевает. Потом замуж здесь вышла на заводе. 3 детей родила. Мама хорошая. Ну, все успевает, что я могу сказать. Должны быть химически грамотными. Это первое условие. Должны образование иметь специализированное. Колледж вот наш хороших специалистов готовит, которые вот там учатся там 3-5 лет. Потом они заканчивают КХТИ, тоже соответствующие кафедры, там нефтехимия, это полимерные материалы, вот эти кафедры. Много средств по указанию Оргсинтез направляет на поддержку профессионального спорта, футбола и водных видов спорта. Предприятие занимается благотворительной деятельностью, возрождает объекты культурного и исторического наследия остров Град-Свияжск и Древний Болгар. Ну и кроме того, активно инвестирует средства в формирование комфортной городской среды, в благоустройство парков и скверов. Парк химиков в судьбе Галины Сусловой и Марата Хакимова имеет особое значение. По словам Марата, именно здесь начинался их служебный роман. У Галины, впрочем, своя версия. Где это произошло, не помните, что сейчас уже? Марат. Не совсем предприятие. Вот как раз вот... В столовой, Марат, первый раз. Мы же с Розой. Да, нет, увиделись мы в столовой, а фактически познакомились вот в этом здании ДК химиков. Здесь у нас проходил вечер, и вот у нас работала одна девушка, и у нее была подруга, вот моя жена. И она меня познакомила на этом вечере. Практически сразу создали семью. Через год у нас Леонард появился. Потом через 5 лет Яромир, и так еще раз через 5 лет младший. Супруг Галины Марат работает на Казань-Оргсинтезе. Его увлечение – это программирование и компьютерные технологии. Все ко мне приходят на консультацию. Так, на заводе? Ну, не на заводе, в цеху у нас. Консультация по поводу компьютеров? Да, поскольку я хорошо знаю. Когда-то даже ремонтировал их. Сегодня это дружная, сплоченная и очень позитивная семья Хакимовых-Сусловых воспитывает 3 прекрасных сыновей. У всех ребят характер и увлечения абсолютно разные. Старший Леонард, творческая натура, любит музыку. Я ходил и на лыжи, и на плавание. Ну, сейчас решил тоже заняться снова плаванием. Пошел на акватлон. А ну вот глядя на маму, нет желания как-то вот с ней выйти на лыжню, может обогнать ее еще? Ну, обогнать точно не получится. Но раньше хотелось покататься немного, а сейчас не очень что-то хочется. Средний Яромир увлечен, нет, не угадали, не хоккеем, а? Мне больше гимнастика нравится. Спортивная? Да. Младший Марк Хакимов, вот кто будущий чемпион. Характер уже сейчас боевой и неуступчивый. А вообще как досуг проводите все вместе? Куда ездите? Как отдыхаете? Ну, когда нас было еще мало, мы ездили на юг, отдыхали на машине. Сейчас как? Сейчас это стало посложнее нам делать. Ну, мы проводим в кругу семьи.
смотрим фильмы. Мы живем в Зеленодольске, у нас там все, как сказать, благоустроено, есть пляж, есть прекрасный лес рядом. Отдыхаем, берем велосипед, у нас у каждого есть по велосипеду, садимся и едем, катаемся. Можно объехать весь Зеленодольск. Да, у нас есть планы, да, на международный уровень. Хотим на следующий год. Куда? В Италию поехать. Мы все вместе, наверное, поедем. Я думаю, если у нас все получится. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С вами была программа «Реальная экономика» и я, Тимур Бекмурзин. Удачи в делах и финансового благополучия. Встретимся ровно через неделю на телеканале «Новый век». До свидания.